Здравствуйте, в эфире программа «Услышать каждого». Тема сегодняшней программы – эксплуатация полигона твердых бытовых отходов. Я представляю сегодня наших гостей. Это Николай Бугалдырович Алдачи, начальник департамента городского хозяйства столичной мэрии, Елена Юрьевна Кудымова, заместитель министра природных ресурсов республики, Андриан Дугарович Дадук, заместитель руководителя управления Росприроднадзора, и Лилиана Дасумовна Дангак, старший помощник прокурора республики. Здравствуйте. Здравствуйте. Андриан Дугарович, в 1983 году в Кызыле был введен в эксплуатацию полигон твердых бытовых отходов. Значит, с расчетным периодом эксплуатации 30 лет, общей площадью 33 га. Сроки уже истекли в 2013 году. И в связи с этим МУ «Благоустройство» подготовило проект документов для продления лицензии. Но Росприроднадзор отказал в продлении лицензии. Поясните, пожалуйста, какие там были замечания и каким требованиям он не отвечал? Хорошо. Конечно, полигон – это особо опасный объект, как считается, поэтому необходимо иметь лицензию в обязательном порядке. И причем эта лицензия, есть после получения лицензии должен состоять ГРРО, то есть государственный реестр объектов размещения отходов. Это уже в федеральном реестре должно быть. Поэтому очень высокие требования к полигону. Ну, да, действительно, МУ «Благоустройство» обратился к нам с лицензией. Конечно, обращение к нам, они должны были получить заключение с Роспотребнадзора. Это обязательное требование. И потом только к нам обращается. Ну, конечно, мы когда посмотрели документы, мы видели, что там отрицательное заключение Роспотребнадзора. С другой стороны, конечно, мы как надзорные органы должны были дальше проверить, насколько это соответствует, не соответствует требованиям для выдачи лицензии. И проводились проверки с участием лаборатории, у нас специально есть лаборатория, и государственных инспекторов. Ну, что сказать, я уже как сказал, там очень много нарушений требований законодательства и по предохранному, и по санитарно-гигиеническим правилам. Ну, вот основные какие назовите? Ну, основные такие, значит. Разве что это полигон, конечно, там полигон принимает отходы 3, 4, 5 класса опасности. То есть там уже по классу опасности. И мы не видим, что там кто-то контролирует, знаете, сортирует там, состав отходов. Потом дальше что, если начинается с порога, так сказать, да, там должен быть весовой контроль. Так как там уже указали объем, что там должны быть объемы. И вот этого тоже мы не видим, никакого учета не ведется. Дальше, если глубже пойдем туда дальше, там должна быть карта, полигон распределена на карты разные. Там по номерам должно быть. И, соответственно, принимаются отходы, сортируются и проводят там, в общем, эксплуатацию, там, знаете, чтобы создать противофильтрационный слой. То есть это трамбуется трактором, потом засыпается с глиной, там, 25 сантиметров, потом опять 50 сантиметров. То есть вот такой технологии мы не видели. Дальше что? Конечно, к нам и Роспотребнадзор часто поступали жалобы от населения по поводу, что там задымление постоянно идет, там, знаете, и за пределами, знаете, это часто складировать мусор. И чего это категорически не допускается. Некоторые думают, что это вот полигон, и должен быть гореть там мусор, да? Таким образом они утилизируют. Нет, на самом деле это никоим разом этого не должно быть. И, как знаете, там диоксины, это очень опасные вещества. И люди приезжают, значит, разгружать мусор, и они дышат с этим. И там работники тоже ходят, мы видим, они тоже дышат с этим ядом, так сказать. Вот в этом плане. Дальше что? Там, несколько раз газеты писали, и вы, по-моему, тоже, да, что там живут там люди из определенного места проживания, там и собаки, там и жертвы, другие живности. Ну, в газетах писали, это полигон наш, это как источник инфекции, там, знаете. То есть при соблюдении требований определенных, этого не должно быть. Это режимный объект, закрытый объект, никого не должно быть. И самое главное, что, знаете, вследствие неправильной эксплуатации происходит загрязнение подземных вод. То есть для чего это противофильтрационный слой создается? Для того, чтобы не было фильтрата подземной воды на почвах грунта.
И вот вследствие того, что вот не соблюдаются данные технологии, происходит загрязнение подземных вод. Это мы подтверждаем, не только мы подтверждаем, и наша лаборатория подтверждает, но и проводится ежегодный мониторинг нашему ООО «Тугре» по заказу Домского экомониторинга. То есть это вообще заказ Минприроды Российской Федерации, они вот выделяют средства. И получается, что вот за прошлый год, за прошлый год, если посмотреть, это специальный информационный бюллетень есть. Там тоже вот они фиксируют и указывают на то, что загрязнение подземных вод продолжается. И самое печальное, что, знаете, вот это вот направление подземных вод идет в сторону Енисея. И ну, вот, что это значит? Ну, водозабор уже у нас там есть. Пока никто не проводит исследования. У нас застройки идет. Люди, знаете, вот, ну, скважины, там, специальные машины там уже появились, да. И раньше, если ручную, они забивались колодцы, сейчас бурильные машины и так далее. И вот это вот самое такое опасное, знаете, вот. И дальше, что все-таки в законе прямо написано, что полигон не должен находиться в черте населенного пункта. Никоим разу, как опасный объект. А у нас черта населенного, то есть города Кызыл получается, мы специально поднимали этот вопрос, это граница устанавливается Уралом представителей, законом республики даже, да, точно я. Закон республики. Да, поэтому, ну, это поэтому закон, если взять, у нас вот южная граница города идет по городу, ну, водоразделу, получается, где Мальчин рассказал, и так вот город. Это и есть граница нашего города, получается. И вот таким образом, знаете, никак не соответствовало, и срок, как вы уже указали, уже подошел в 2013 году, и по всем требованиям не соответствует. Конечно, предлагали рядом создавать полигон, но там в законе тоже прямо написано, что где вот раньше был полигон, никоим разом запрещается создать новый полигон. Почему? Потому что после рекультивации идет процесс разложения там уже как минимум 20 лет. То есть все это разлагается и разлагается. Поэтому мы выписали предписание, чтобы разработать проект рекультивации полигона и дальше вот решить вопрос. Зная о том, что у нас срок окончания полигона 2013 год, должны были принимать меры, чтобы не допустить такого состояния. Своевременно. Сейчас, видите, получается так, что не только надзорные органы, но уже там и прокуратура принимает участие, там, значит, там и следственное управление возбудило уголовное дело, составили там на 45 миллионов ущерба на окружающую среду. Там, ну, там судебные решения тоже есть. То есть столь пристальное внимание правоохранительных органов, общественного, вообще в Народном фронте сколько мы обсуждали, знаете. Мы в первую очередь, знаете, вот, принимаем меры для того, чтобы обеспечить безопасность здоровья населения, обеспечить безопасность окружающей среды. Вот почему вот, вопрос вот так поднимается. Николай Бугалдерович, как вы проводили расчеты по строительству нового полигона? Какие меры предпринимала мэрия в отношении, может быть, строительства, проектирования нового полигона, организации работы существующего полигона? И замечания были ли устранены или еще продолжают устраняться? Ну, я хотел бы прежде всего что отметить. Значит, вот, давайте мы обрисуем проблему твердых полигонов, твердобытовых отходов. Это ведь проблема вызывает действительно серьезную, значит, беспокойность. Вот не только, значит, в нашем городе, в целом в Российской Федерации, да и вообще в странах мира. Сегодня достаточно сказать то, что, значит, ведь по большому счету, если возьмем территорию Российской Федерации, в год производится около 60 миллионов тонн твердых бытовых отходов. Сегодня вот Андриан Дугарович хорошо, наверное, понимает эту проблему, значит, где, значит, на территории, значит, Российской Федерации около 300, значит, объектов, и где, значит, в этих объектах проживает около 17 миллионов населения. Мы об этом говорим, значит, да, и, значит, сегодня, получается, по большому счету, действительно вырисовывается проблема. Если, ну, касаясь нашего полигона, вот посмотрите, сегодня вот по большому счету, да, города, они втянуты, значит, в экономику страны. Я о чем это говорю? Говорю о том, что, значит, сегодня переселение в города, где, значит, по большому счету, вот если вот статистика говорит о том, что, значит, в Российской Федерации 75% населения проживает в городах. Вы представляете? И мы не успеваем, значит, отслеживать вопросы переселения.
Здесь встает о чем разговор? Значит, о том, что значит, растут значит, территории городов, растут значит, жители. То бишь, значит, получается, сегодня есть проблема значит, организаций, которые занимаются значит, сегодня, будем говорить так, организацией значит, благоустройства городов. И очень серьезная проблема. Мы не успеваем, по большому счету, на сегодня, если вот так проанализировать, значит, не успеваем, по большому счету, намечать мероприятия значит, вот в связи с этим переселением. Это очень серьезный вопрос. Касаясь вот, нашего полигона, значит, ну, действительно, он с 1983 года значит, обозначен, есть проектная документация. Но проблема-то встала, и он всю дорогу был, значит, и имел лицензию. Значит, это был единственный полигон на территории республики, значит, который был лицензирован. Последний момент, в 2015 году, значит, у нас получается такая ситуация, что полигон остановили. Это, я не буду сегодня, допустим, говорить на эту тему, очень много можно говорить, но самая основная проблема, значит, которая создастся после закрытия, она уже создается после закрытия полигона, это, конечно, коллапс обыкновенный. Значит. Ведь сегодня Росприроднадзор что нам предлагает? Те замечания, которые, значит, они сделали, они выполнены. Ведь сегодня действительно можно поспорить, значит, в отношении того, что, значит, вот Андриан Дугарович говорит, что в отношении того, что лаборатория, да. Но давайте определимся, у нас тоже лаборатория независимая, ГРЭУ, значит, делают анализы, и получается, что сегодня-то по большому счету изменения небольшие. Это касаясь грунтовых вод. Ведь сегодня мы прекрасно понимаем, вот, допустим, я 10 лет занимался водным хозяйством, и прекрасно понимаем, что сегодня даже грунтовые воды, возьмите анализ не на полигоне, а возьмите анализ, допустим, вот, в других слоях, значит, нашего, значит, грунтовых вод. Весной и осенью изменения однозначно, я думаю, даже замминистра мне подтвердит, большие изменения. Почему? Потому что сегодня у нас, значит, есть понятие, значит, наполнения грунтовых вод, есть, значит, в сухие года идет, значит, спад. У нас там чище воды идут, чем... Вот сегодня судить по этим водам, я думаю, не стоит, значит. Тем более есть, значит, анализы ГРЭО, которые четко обозначают, что да, полигон сегодня есть изменения небольшие. Это другой вопрос. Где брался этот анализ? Анализ обычно берется как? У нас скважин-то нет. У нас контрольные скважины, которые должны быть в санитарной зоне 500 метров. Они отсутствуют. Берется, значит, на полигоне, что категорически, это Андриан Дугарович должен понимать, нельзя делать. Значит, на самом деле это делается, значит, и сегодня делается вывод. То, что касается, значит, сегодня, допустим, вот, да, мы вот после требования, значит, Росприроднадзора, мэрия проводит, значит, свои мероприятия, понимая эту проблему, которую я начал, значит, сначала, начали, значит, решать вопросы в отношении все-таки, значит, открытия полигона. Что предпринято? Предпринято в отношении, значит, того, что была нанята, значит, по торгам, соответственно, конечно, организация, значит, научная, которая научно подошла к этому полигону и четко обозначила ее наполняемость. Если говорим о том, что она переполнена, дается результат, что, значит, полигон сегодня, по большому счету, значит, наполнен только до 40%. Действительно, я не буду говорить о том, что, значит, все там складно и как должно быть, как говорит сегодня, значит, допустим, Андриан Дугарович, значит, там и прослойки должны быть. Если мы говорим о том, что у нас же ведь два вида, значит, сегодня захоронения отходов. Первый — это компостирование, правильно, да, я говорю? И второй — сжигание. Мы идем по пути, значит, компенсирования. Это, то бишь, получается, сегодня у нас, значит, отходы, они саморазлагаются. Те отходы, которые сегодня Дугарович обозначил 3-го класса, значит, они практически отсутствуют. У нас в основном твердобытовые отходы на территории, это, значит, где-то в пределах 36% это бумага, картон. И, значит, пищевые отходы 39% у нас составляют в этих твердобытовых отходах. Да, остальные там, значит, 4-5%, значит, пластик, железо, значит, со стеклом и тому подобное. Оно так в специфике твердых бытовых отходов и идет. И мы это выдерживаем. Хотелось бы обратить внимание-то на что, значит, сегодня мы уже, значит, вот решая вопрос, так вот, как говорит Андриан Дугарович, городской округ. В городском округе запрещается, значит, ведение полигона, складирование твердых бытовых отходов. Ну, извините, а где тогда их? В воздухе, что ли? Ведь сегодня, по большому счету, мы говорим о том, что мы обратились в Кызыльский район, к соседям к нашим, значит, с просьбой. До этого это было, значит, обратились, значит, с просьбой выделить место под полигон. Был получен ответ, значит, у нас земли самих не хватает.
Вопрос, значит, ведь сегодня мы уже с Дугарычем разговаривали на эту тему очень много, значит, ведь на территории городского округа я могу показать пастбище, не говоря о том, что у нас есть зоны промышленности, есть зоны лесов, не только зоны поселения, как вот сегодня, значит, на позиции стоит Росприроднадзор. Но это неправильная позиция. Сегодня надо понимать, вот я начал почему? Я начал с того, что, значит, сегодня проблема-то она в целом мировая даже проблема твердых бытовых отходов. Население растет, понятно, значит, это. И сегодня мы должны подходить к этому очень скрупулезно, значит, и с пониманием, что будет, какие будут последствия. Ведь если сегодня мы закрываем полигон, коллапс по городу, по территории города, сегодня треть населения проживает в городе. Что предпринято мэрией, хотелось бы, конечно, сказать. Все замечания, они устранены, вся документация подготовлена, значит. Мы сейчас проиграли, значит, торги по 44-му закону, определили, значит, подрядную организацию в отношении проектирования нового полигона. Они уже приступили, заключен контракт с ними, значит, они приступили к проектированию. Там действительно хотелось бы, значит, сделать полигон более современный. Ведь если сравнивать сегодня 83-й год, да, и сравнивать 2016, требования совсем другие. Если говорить, допустим, даже близкие 90-е годы, требования были одни, сейчас, ну, каждый год можно сказать, что требования ужесточаются по этому вопросу. Хотелось бы более современный полигон иметь, значит, в связи с этим дано уже задание, техническое задание институтам, чтобы они отработали действительно нормальный полигон с учетом, значит, новых требований на 30 лет вперед. Они сейчас приступили к этому и работают, значит, в этом направлении. Но хотелось бы, чтобы, значит, сегодня Росприроднадзор четко уяснил для себя последствия, значит, вот этих вопросов. Я прекрасно понимаю вас, что вот у Андриана Дугаровича своя позиция, он требования законодательства исполняет. У Николая Бугалдыровича свои, как говорится, тоже вопросы очень важные, они вынуждены в судах отстаивать, чтобы не было этого коллапса, как вы говорите. Елена Юрьевна, а скажите, пожалуйста, на уровне региона какая позиция в отношении вот единственного вот этого полигона твердых бытовых отходов? Ну, значит, что хотелось бы сказать. Вообще законодательство в области обращения с отходами, так скажем, можно сказать, что переходит на новый уровень. То есть, если раньше, так скажем, все отходы были, ну, не то чтобы, скажем, пущены на самотек, но реализация, так скажем, по утилизации, по использованию вторичного сырья, это была на совести, так скажем, желающих заработать. И там кто-то собирал металлолом, сдавал, кто-то там, значит, макулатуру индивидуальных предпринимателей. Вот у нас, в частности, есть 2 предпринимателя, которые занимаются сбором пластиковых бутылок, да, и направлением его, значит, прессовкой и отправлением, значит, в Красноярск. Есть, которые шины у нас, значит, старые покрышки режут и тоже направляют на вторичное использование. То сегодня законодательство обязывает всех перейти на новый уровень по обращению с отходами. И в частности, значит, уже практически по всей стране разработаны территориальные схемы обращения с отходами, в том числе и на территории Республики Тыва. Сейчас эта схема находится на согласовании в Росприроднадзоре, где определены, так скажем, 2 большие зоны, где должны быть образованы такие большие кластеры по обращению с отходами. То есть это будет полигон, это будут мусоросортировочные комплексы. И, значит, дальше эти 2 зоны разбиты на подзоны, которые, значит, будет временное хранение осуществлять этих отходов, перегрузку, сортировку и направление в главные, так скажем, перерабатывающие центры. Вот у нас этих 2 зоны образованы. То есть этой терсхемой предусматривается. Следующим этапом вот к этому идет, после утверждения терсхемы, значит, регион обязан разработать новую региональную программу по обращению с отходами. Значит, если терсхему взяли на себя, Министерство природных ресурсов разрабатывало, заказчиком выступало, ну, то есть эти работы уже проведены, то региональную программу будет разрабатывать Министерство строительства и ЖКХ, в том числе действующий, значит, там департамент ЖКХ. У них и ранее была программа
по модернизации, значит, вот именно объектов по обращению с отходами. И в частности, там были предусмотрены такие мероприятия по городу Кызылу, как модернизация полигона и строительство мусоросортировочного комплекса. К сожалению, это очень дорогостоящее мероприятие, и если исходить из того, что бюджеты республики дотационные, и в том числе, значит, в кризис в стране, то есть по всем статьям очень много урезают средств, то как бы вот этот вопрос оставался открытым. На сегодняшний момент, значит, после разработки вот этой региональной программы, чем быстрее она будет, естественно, разработана, тем выгоднее для республики, потому что, опять же, с января следующего года вступает в силу действие закона в том, что предприятия, которые либо образуют, то есть производят товар, либо его ввозят, обязаны платить экологический сбор. И вот этот экологический сбор, предусматривающий на утилизацию, то есть это вот упаковки, там, шины и прочее, да, то есть вот они как раз будут направляться регионам для того, чтобы финансировать мероприятия вот, по строительству там, различных полигонов, мусоросортировочных комплексов и так далее. Вот это как бы то, что планируется и то, что должно быть реализовано в дальнейшем. Конечно, ситуация та, которая сложилась с полигоном на сегодняшний момент, то есть здесь ситуация-то складывается, то есть мы можем говорить о том, что это будет, значит, разработана программа, потом пойдет по ней, значит, какое-то субсидирование и так далее, да. Вопрос идет о том, что сейчас ситуация с этим полигоном городским очень тяжела в том плане, что в марте мы получаем закрытый полигон. И вот здесь, конечно, с одной стороны, вопросы по рекультивации, то есть финансирование рекультивации этого полигона, это должно ложиться на эксплуатирующую организацию и на собственника этого полигона. Собственником является мэрия города Кызыла, эксплуатирующая организация благоустройства. То есть здесь в данном случае республиканский бюджет даже не предусматривает эти мероприятия. Но по строительству нового полигона, конечно, это какие-то, значит, все равно меры будут правительством приниматься. Вопрос, значит, в том, что даже если мы, то есть вот проект будет, значит, у них по госконтракту мэрии проект заканчивается, разрабатываться в марте месяце. Но надо понимать, что в марте месяце приступить к строительству нового полигона просто невозможно, потому что все равно нужны какие-то подготовительные работы, какие-то, значит, там, и построить большой полигон для нужд города тоже в один момент не произойдет. И вот этот момент, то есть период, который, так скажем, потребуется для строительства этого полигона, нужно решить вопрос, куда эти отходы девать. Но здесь есть, конечно, вариант временного хранения, то есть предполагается, что можно организовать площадки временного хранения с последующим потом вывозом с этих площадок и утилизацией их уже на постоянно. Но надо полагать, то есть это один из выходов этой ситуации. Вот то, что, значит, Николай Бугалдырович говорил по поводу земельного участка. Проблема ведь очень большая в том, что куда вынести этот полигон, потому что требования к этому полигону очень большие, то есть это не должны быть, первое, это, во-первых, не должны близко подходить грунты. Независимо от того, прокладываем мы там герметичную прослойку или не прокладываем, грунты не должны подниматься высоко, потому что через герметичную прокладку тоже со временем может проходить, разнести эту прокладку. Затем второй момент, там не должно быть никаких полезных ископаемых. Это тоже большая, значит, проблема в связи с тем, что мы все прекрасно знаем, что республика практически вся стоит на угле. То есть найти участок, где этого угля нет, тоже сложно. Третий момент, ну вот тут, значит, есть требования по отношению этого полигона к другим экономическим объектам. Вот Николай Бугалдырович этого не озвучил, но, значит, есть, например, требование, что оно должно быть не менее 15 километров от аэропорта. Надо тут тоже нужно понимать, что аэропорт это не тот аэровокзал, который, значит, здание стоит, а у него площадь очень большая. И, соответственно, это тоже. Мало того, нужно же учесть то, что этот полигон мы не можем унести неизвестно там
в Ирзын, например, там, да, то есть, потому что транспортная составляющая плечо будет очень большое. А это, значит, ляжет в тариф людей, которые будут платить. Поэтому вот эти все составляющие очень большую роль играют. И, конечно, подходить вот просто так, что ну, мы понимаем и сторону, так как являемся государственным органом, мы понимаем сторону и Росприроднадзора, и в то же время как хозяйствующего, можно сказать, субъекта мэрию, но нужно искать компромисс в данном случае. Да. Потому что решать только вот так нельзя или вот так. Подходить тоже нельзя. Поэтому здесь, конечно, вот Министерство природных ресурсов всегда как бы вот в спорах, так скажем, между мэрией и Росприроднадзором, ну, так скажем, всегда была третьей стороной, заинтересованной в решении этого проблемы, вот, чтобы это было, так скажем, приемлемо для всех. Лилиана Досумовна, если у вас есть что добавить в части законодательства, каким требованиям должен отвечать полигон, то добавьте, если есть что добавить. И у меня еще вопрос. Давайте разграничим полномочия. Кто за что должен нести ответственность, кто за что отвечает в данном случае? Ну, в данном случае у нас федеральным законом о подходах к производству и потреблению разграничены полномочия субъекта и муниципалитетов, да, муниципальных образований. В соответствии с федеральным законом на полномочия субъекта возложена организация деятельности по размещению отходов, да, в целом вот, деятельности. А на полномочия городского округа возложено участие в организации деятельности по размещению отходов. Вот у нас вот такие вот изменения в федеральном законодательстве на сегодняшний день. Знаете, у меня вот последний вопрос к участникам нашей беседы. Андриан Дугарович, Николай Бугалдырович, нам в марте чего ждать козылчанам? Какого-то коллапса или какой-то выход? Какой выход? Я хотел бы ответить на этот вопрос. Да, вот Елена Юрьевна задела правильный вопрос. Есть проблемы, конечно, по размещению. То, что я и говорил, значит, что городской округ там, или соседи. Тем не менее, мы, значит, определились с землей, с Кызыльским кожоном, значит, и определились в отношении того, что проведем межмуниципальный полигон, значит, потому что по Кызыльскому району, вот поселок Кайхем, значит, городского типа, у них тоже проблемы там с этими делами. Решение принято уже, значит, место определено, значит, комиссия уже определила, значит, акт составлен. Сейчас я вот говорил, значит, проектировщики уже приступили к работе, к своей. Что мы готовим? Значит? Мы хотим, конечно же, значит, вот прежде всего продлить срок исполнения суда на 3 года. У нас есть все основания для этого, то есть, значит, получается такая ситуация. Нам институт дает, значит, сроки строительства, где определяется, значит, в 2,2 года. Плюс проектные работы, там ведь в основном по проектным работам что у нас? Мы очень серьезно должны подойти, значит, к, значит, нормированию отходов. То есть, что такое нормирование отходов? Это, значит, мы должны четко знать, а сколько, значит, производство отходов по городу Кызылу обозначается. Это все институт должен отработать нам. Значит, это жители, значит, предприятия, которые, значит, производят отходы. И нам четко дать, вплоть до, значит, по классификации отходов. То есть, значит, бумага, пластмасс, сколько, значит, чего производит, значит, население. Вот эта программа, она должна пройти, значит, экологию, то бишь экспертизу. Плюс к этому экологическая экспертиза самая основная, которую, значит, должен пройти. На это все надо время. Определено в 14,5 месяцев. Ну, в целом, получается 3 года. Мы сейчас будем, значит, в марте просить суд, чтобы, значит, нам каким-то образом, не то что каким-то, а пошли навстречу. Я надеюсь, что сегодня наши, значит, территориальные органы федеральные, которые, кстати, живут здесь, на нашей территории, не будут препятствовать в этом направлении с пониманием, значит, проблемы в целом. Значит, и мы постараемся, значит, продлить на 3 года, значит, с учетом того, чтобы, значит, принимать отходы с параллельной ее рекультивацией. Только такой выход, больше выхода никакого нет. Если говорим мы о временной площадке, у них временной площадки тоже такое же требование, что и на полигон. Стоит ли нам сегодня, значит, опять проектировать площадку, значит, деньги тратить на это, значит, бюджетные, то бишь налогоплательщиков наших, когда, как у нас уже отработан, значит, проект, который, значит, делается,
А на существуемом полигоне, значит, параллельно рекультивировать и, значит, принимать отходы. Вот пока такое направление, значит, принято решение. Андрей Андугарович, какая позиция будет у вас? Пойти навстречу. Вопрос, конечно, очень серьезный. Упустили очень много времени, должны Да, были да. заранее принимать меры, да. И даже, знаете, вот в 2013 году закрылся вот срок окончания. С тех пор сейчас на дворе, сейчас 17-й год, да, уже подходит, 16-й год. С тех пор все, никаких мер не принято, знаете. Просто вот такие вот волокиты, споры. Сколько раз мы совещались вот, и на вот, мере, и к нам, и к ним, и... Конечно, вот все время указывать на Росприроднадзор, это неправильно. Я говорил, что Роспотребнадзор это впереди нас стоит. И знаете, вот по части, если строительство нового полигона, да, конечно, мы не принимаем решение, вот, где строить, как строить, у нас нет функций полномочий. Наши полномочия выступают тогда, когда уже они сделают проект и дадут на экологическую экспертизу проект. И то это не мы проводим. Центральный аппарат направляет, они по моему усмотрению могут сами посмотреть, или департамент Новосибирский, или к нам могут направить. То есть до этого у нас нет полномочий, получается. Но с другой стороны, как выходить с этого положения? Конечно, в рамках закона. Конечно, в первую очередь в интересах населения, горожан, чтобы люди не болели, знаете, чтобы людям была нормальная вот среда проживания. Вот это вот самое, вот, с чего мы исходим. Жалко, что здесь не участвует в нашем разговоре представители Роспотребнадзора, которые стоят на страже здоровья нашего населения. Это прежде всего. Это любая политика. В Конституции прямо написано, что 42 статья. Граждане имеют на благоприятную окружающую среду. Значит. Вот это вот первый вопрос. Поэтому то, что вот хозяйственный вопрос, вот должна не придумать, чтобы, самое главное, чтобы в рамках закона, санитарно-гигиенических правил, чтобы не было вреда окружающей среде и самим себе. Мы вот зимой сидим, горожане, мы же пьем с крана воду, да, мы же дышим, значит. Вот почему вопрос возникает. Конечно, вот это, если вот, Бухгалтерович и Елена Юрьевна тоже вот говорила насчет того, что, например, в Хакасии, там у них опыт такой есть, да, постановление правительства принимает, и там, конечно, строительство полигона — это большие ресурсы, объемы, там и административные здания, гаражи, все это вот обустраивать все надо. А то, что для временного, период строительства полигона, это вот они решили в Хакасии таким образом, приняли постановление, и они просто выбрали по требованиям законодательства, да, соответствует требованиям законодательства участок земли и для временного хранения. Но не обязательно вот в городской черте, и не обязательно, чтобы рядом с людьми. Вот это вот я вот все-таки хотел бы попросить в рамках закона это все делать, чтобы в первую очередь они соблюдали требования вот, горожан, населения. Вот такие пожелания у меня. И еще, если это заканчиваем, да, или можем вот тогда. Можно говорить. Вот часто мы вот затрагиваем вопросы финансов, что всегда у нас нет денег. Всегда вот это. Это всегда нет денег. Это значит, все времена не было денег, не хватало денег. Но с другой стороны, мы как администраторы платежей за загрязнение окружающей среды, это управление Росприроднадзора, мы собираем деньги, знаете, в рамках закона, администрируем. И все эти деньги мы, знаете, передаем в соответствующие бюджеты. Сейчас по новому закону, знаете, всего 5% от тех поступлений за загрязнение окружающей среды 5% уходит в федеральный бюджет. 95% остается у нас в регионе. Ежегодно, знаете, в среднем где-то там 30 миллионов рублей поступает в бюджет нашей республики. Бюджет республики. Да. Бюджет республики поступает. И вот мы недавно тоже общенародный фонд представители у нас были, и вот они вот тоже опять интересовались, почему, как. За 3 года где-то 84 миллиона поступило в бюджет республики. Поэтому они у нас спрашивали, конечно, мы не законодатели, мы не имеем права, знаете, как-то вот так, в рамках закона с исполнителей. Они спрашивают, каким образом эти средства можно направить целенаправленно, чтобы это, раз уж называется, за негативное воздействие окружающей среды, почему бы эти средства не направить именно на эти цели, которые сейчас мы тут обсуждаем, да? Вот так вопрос задают. Ну, мы им отвечаем, что, конечно, раньше был отдельный фонд, экологический фонд, и все эти средства должны быть направлять на решение этих экологических проблем, так как называется, так и называется, что за негативное воздействие. Ну, в настоящее время это как не налоговые сборы в составе бюджета. Я им объясняю, что насколько я понимаю, да, бюджет республики принимается депутатами и на местном уровне, региона, да, вот они решают.
Уполномоченные органы представляют свои предложения, расчеты представляют, они принимают. С другой стороны, опять никто за это не осудит, ни счетная палата, ни контрольные, надзорные органы и так далее. Да, потому что прямо в бюджете есть такая глава, знаете, охрана окружающей среды. Это обязательное мероприятие, знаете, чтобы... И потом у нас есть по жилищно-коммунальному хозяйству раздел идет. Никто не запрещает, знаете, вот целенаправленно направить эти средства на эти статьи расхода. Потом дальше что сказать? Конечно, вот есть такое опасение. Удивительно, значит, вот когда мы утверждали, предприятия, организации, в общем, обращаются к нам, утверждают проекты норматива образования отходов и лимита. Вот, в региональном уровне Минприрода утверждает, федеральные объекты мы утверждаем. И вот требования закона есть. Когда вот, почему утверждает вот лимиты? С тем, чтобы они не платили в пятикратном размере. Если они не утвердят нормативы, да, они должны быть пятикратно. Например, вот 25 тысяч надо умножить на 5, это много. Но если 150 тысяч крупных предприятий, это огромная сумма получается. Поэтому это им очень невыгодно получается. И поэтому они начинают выходить с положения, с тупикового положения, так сказать. Как же решить? Вот, как обойти закон? И там обязательно должно быть указано объект размещения отходов, который имеет лицензию. И вот они выезжают за Саяна, там, Черногорск, Минусинск, где. А с другой стороны, мы не имеем права, значит, не принимать, потому что там все, да, они утвердили положение, и мы утверждаем. А с другой стороны, по требованию закона, знаете, деньги должны уходить туда, где вот они размещают отходы. Таким образом, мы можем потерять определенные средства, поступление денег, в общем, деньги могут уходить за Саяна. Вот такие тоже проблемы есть. Потом, конечно, вот очень большая проблема для среднего, малого предпринимательства, которые мы сейчас везде вот, говорят, да, что надо поддержать, надо развивать, надо, иначе нельзя в условиях кризиса. Это тоже своеобразная, получается, проблема для предпринимателей, в общем, для хозяйственных субъектов. И вообще, вот здесь скажу, что мы удивились, когда мы благоустройство, знаете, нам предоставили бумагу, договор, согласование с Черногорским полигоном, там, размещение. Даже они заключили такой договор, получается, видите, это. Ну, как без выходных Кто же положений. туда направил? Без Кто выхода это? не Удивитесь. Никто не отправляет, люди сами выбирают и выходят с таким образом с этой тупиковой ситуации. То есть создается тупиковая ситуация. Поэтому надо скорее надо решить. Вот это вот, что у нас город развивается, дороги строят, все это очень здорово, конечно. Это основа, это все-таки это полигон. Куда девать этот мусор? Как правильно разместить? И вот это вопрос самый важный. Мне кажется, тем более следующий год это год экологии, год особо охраняемой природной территории. Вопрос экологии, знаете, на самом высоком уровне. И на днях будет тоже госсовет, который президент проводит, тоже по вопросам экологии. Поэтому, ну хотя бы, знаете, вот это вот единственный полигон, может быть, нам все силы, средства направить, да, и решить эту проблему. Потому что, ладно, там какие-то, знаете, глобальные проблемы по всей России, там, во всем мире отходы. Мы должны решить проблемы на месте, понимаете, выходить из этой ситуации. Никак не знаете, не вот в полуторачном году. Андрей Дугарович, да нет, вы понимаете, я понимаю вас, вы понимать должны меня, знать. Вот давайте глубже ко мне. Вот вы говорите проблема, да? Как ее решать, эту проблему? Вот посмотрите, вот на сегодня, да, вот есть производство, да, этой же бумаги, этого же пластика. Есть предприятия, которые производят это. Почему бы законом не обязать их до 80% принимать назад? Вторсырье. Мы забыли про вторсырье. Согласитесь? Ведь сегодня, посмотрите, вы вот задели вопрос, значит, пожары на полигоне. Ну, бумага, вы понимаете, да, что такое? Сегодня бумагу мы не можем сдать. Давайте вернемся в наши 80-е годы, когда, значит, 60% значит, бумаги принималась макулатура. Вы представляете, почему бы сегодня... И эту проблему субъекты не решат. Пока мы не обяжем производителей принимать назад и вторичным сырьем сегодня, значит, производить эту же продукцию. Вы посмотрите, вот как-нибудь, посмотрите как-нибудь, да, на туалетную бумагу. Что там написано? Там написано, значит, цвет соответствует волокну. А вы знаете, что это такое? Лучше бы уж сразу взяли и написали, значит, из высококачественной древесины. Вопрос, где вторчермет даже на несчастную бумагу? А она вся сгорает у нас на полигоне. Ведь вопрос-то не в том, что мы не хотим тушить. Вопрос в том, что субъект с этим не справится.
Андрей Андугарович, вы это прекрасно понимаете. И в связи с этим, знаться, ведь сегодня, посмотрите, вы говорите, мэрия ничего не сделала. Да мэрия очень много делает. Вы просто не хотите видеть это. Вот посмотрите, вы житель, посмотрите, что получилось в 2016 году. Около 10 тысяч несанкционированных свалок, значит, мы убрали. В кожзаводе свалок нет. Давайте вернемся в ближайшие вот эти вот десятилетия. Они копились 20-летиями. Значит, сегодня их нет там. Мы убрали их. Убрали, значит, на левобережных дачах, значит. Убрали правый берег, посмотрите, что там творилось. Ведь этого нету сегодня у нас. Согласитесь с этим. Мало того, Кахем, значит, вот возле дома-интерната убрали. В целом, значит, мы решаем эти вопросы. Но нам надо, значит, помощь оказывать. Не в отношении того, что вот сегодня виновны, решайте вопрос. Вот к чему мы призываем. Ну, то, что вы вот говорите, это, конечно, Что, я не это прав, что ли? здорово, правы, но с другой Ну, стороны, вот видите видите, как. вы убирали несанкционированные свалки, да, опять тут тупиковый вопрос возникает, знаете. Выявляем, да, с участием Общенародного фронта там, и других вот участников добровольных. И, знаете, мы, в общем, направляем эти документы в прокуратуру, потому что по закону мы должны обратиться в прокуратуру. Прокуратура, знаете, подает иск в суд, чтобы вынудить мерию, чтобы они убрали этот несанкционированный свалку. Несанкционированные свалки. А куда убрать, опять вопрос возникает. Видите? Поэтому опять вопрос возникает до полигона. Поэтому надо скорее построить этот вопрос. решить вопрос проблемы полигона. И для строительства нового полигона действительно надо решить временно, знаете, где, чтобы не было загрязнения, чтобы не было вот таких проблем. Ну, место для выбора населения. нужно. Да, я полностью с вами согласна, что как раз предстоящий 2017 год, объявленный в России годом экологии, это была бы прекрасная возможность направить все силы и средства на наш единственный полигон, который существует на территории Тувы. Я благодарю вас за участие в нашем эфире, благодарю вас, что вы ответили на вопросы. В эфире была программа «Услышать каждого». До свидания.